Эпопея Ахульго, главного опорного пункта имама Шамиля в Дагестане, дала истории многих отважных героев, среди которых его помощник Алибек, руководивший обороной укрепления одного из участков. Удивительная смерть была у этого человека. Алибек, не думающий о последствиях. Летописец Хайдарбек из селения Геничут Ильхунзахского района пишет: «Самым же удивительным из того, что когда-либо видели глаза и слышали уши, было следующее. Выдающийся храбрец, мухаджир, аварец, Аль-Авари Алибек, сын Хириасулова, был ранен в правое плечо ядром, выпущенным из большой пушки, причем так, что локоть был оторван, но висел на сухожилиях. Алибек же, продолжая сражаться с огромной страстью, сказал тут бойцам, которые находились вокруг него: «Отрубите-ка это!» и указал на свой висящий локоть. Те, однако, не стали отрубать его, и Алибек, наступив тогда на этот локоть ногой, сам отрубил его саблей, а затем продолжил битву, держа оружие в другой руке. Другие источники свидетельствуют, что 4 горца, положив раненого Алибека на бурку, по его приказу носили его то к одному, то к другому краю укрепления. Несколько раз теряя сознание, он все же руководил обороной. Наконец, Алибек был все же убит. Локоть Алибека, который был оторван ядром, отправили тогда его к раненой матери, которая лежала в постели. Когда мать увидела эту часть его руки, она сказала: «Хвала Аллаху, который предопределил сыну моему погибнуть в бою с неверными, а не умереть в кровати». Как же прекрасны мать и сын, как прекрасны эта львица и этот лев. Когда до Шамиля, повелителя правоверных, дошла печальная весть о переселении Алибека в мир вечности, он произнес фразу из Корана: «Мы принадлежим Аллаху, и к Нему мы затем возвращаемся». А потом сказал: «Горе нам! Как же теперь будем противостоять врагам?» Сколько их было в той Кавказской войне, горцев, известных и неизвестных, старых и молодых, погибавших за веру, за свободу, погибавших за родную землю. Как тут не вспомнить надпись на орденах, учрежденных Шамилем в своем имамате, которая была актуальна для тех суровых дней. Кто думает о последствиях, тот не храбрец.